Максим, и сегодня я вам расскажу об отношении церкви к каннабису, к растению, за которое в Беларуси можно получить тюремный срок от 2 до 25 лет. Для начала хотелось бы напомнить, что конопля и марихуана – это одно и то же растение, разница в сортах. То, что мы, как правило, понимаем под коноплей, это обычный каннабис рудералис, который широко используется в промышленных целях, и продукты из него можно купить в любом супермаркете. Под марихуаной мы же понимаем каннабис сатива. Это растение, содержащее в себе психоактивное вещество – ТГК. Так как же церковь относится к каннабису? Необходимо выделить 3 формы использования этого растения – промышленная, медицинская и в рекреационных целях. С промышленной формой все более-менее понятно. Конопляные волокна, она же пенька, широко использовалась в морской промышленности, поскольку тяжело поддавалась влиянию морской воды. Канаты, одежда, обложки для судовых журналов – все делалось из этого растения. И в наши дни можно найти одежду из конопляных волокон, муку в супермаркетах, и ни у кого не возникает вопрос, а нужно ли это запрещать. Марихуана, а то есть те сорта каннабиса, которые содержат повышенное количество ТГК, широко используются в медицине для лечения онкологических заболеваний, глаукомы, болезни Паркинсона. Отдельные церкви, например, Церковь Иисуса Христа Последних Дней, запрещает использование марихуаны в медицинских целях. Но если мы будем говорить о доминирующих церквях, например, католической, которая является самой многочисленной, то она допускает использование марихуаны и более тяжелых психоактивных веществ в медицинских целях. Так что же церковь думает по поводу использования марихуаны в рекреационных целях? Ни одна из доминирующих церквей не выпустила программного документа, который касался бы именно марихуаны. Важно понимать, что церковь высказывает свое мнение, а разрешает или запрещает государство, если мы говорим о светском обществе. Но даже из высказывания высших церковных иерархов можно сделать вывод, что ожидать позитивного отношения к использованию марихуаны в рекреационных целях не приходится. Так, грузинский патриарх Илья назвал ошибкой решение парламента Грузии по поводу легализации марихуаны. Папа Франциск, глава католической церкви, также высказывался по поводу легализации марихуаны. Папа считает, что легализация так называемых легких наркотиков не только сомнительна с законодательной точки зрения, но и не приносит ожидаемого эффекта. Так является ли употребление марихуаны грехом? Сам по себе факт употребления марихуаны не является грехом. Как мы уже показали, марихуана вполне может быть выписана по рецепту врача. Человек не становится грешником в глазах Бога, если принимает марихуану как лекарство, чтобы избавиться от своей болезни или хотя бы облегчить ее симптомы. Христианство рассматривает вещи с такой точки зрения, насколько они приближают нас к нашей главной, конечной цели – к Богу. Установлено, что марихуана влияет на лимбическую систему мозга. Употребление марихуаны не приносит пользы духовной жизни. А если наоборот, она будет препятствовать духовному росту, то церковь однозначно будет признавать употребление марихуаны в рекреационных целях грехом. Компания Legalize Беларусь не поощряет употребление марихуаны. Мы считаем, что потребителей психоактивных веществ нельзя сажать в тюрьму, а зависимым необходимо помогать. Любите Бога, любите ближнего, любите самих себя. Если вам понравилось это видео и вы хотите поддержать компанию Legalize Беларусь, поделитесь им и подпишитесь на наш канал.